Когда режиссеры анимационной ленты «Иван-Царевич и Серый волк» создавали свое произведение, вряд ли они могли знать, что однажды персонажи их мультфильма заговорят на одном из самых сложных языков в мире. Вот волк на чистейшем абазинском успокаивает разволновавшегося царя, а мудрый кот, как всегда, дает дельные советы. Популярный мультик зазвучал по-новому благодаря международному объединению содействия развития абазино-абхазского этноса «Алашара». Сотрудники организации обратились к создателям ленты с просьбой о переводе, и те одобрили столь полезное начинание. Не было сложно, даже очень приятно, что они пошли нам навстречу. Мы объяснили, в чем суть, что мы являемся малочисленным народом, что нам надо пропагандировать свой язык. И они нам пришли навстречу и абсолютно безвозмездно, что стало очень приятно. И они как бы не только этот мультик нам «Иван-Царевич, Серый волк» дали, они нам ряд своих новых мультиков дали. Работа над озвучкой шла несколько месяцев и принимали в ней участие актеры Абазинского театра. Радха Кунижева, например, озвучивала летучую мышь Наину. Говорить было сложно и непривычно, но очень интересно. Смотришь на персонажа, вживаешься в него, думаешь, как он, начинаешь думать, как он думает, переживаешь, что он переживает. И тем самым уже голос сам формируется, и эмоции тоже сами выдаются. Например, в новенький дом культуры аула Псыж люди шли целыми семьями. К началу сеанса уже не было свободных мест, и, что логично, большую часть кресел занимали дети. Сестрички Селина и Лайла Махце от мультика в восторге. Девочки с интересом наблюдали за приключениями любимых героев. Мультфильм очень хороший, все понравилось, веселый. Спасибо организаторам, что перевели мультик. Обычно мы дома смотрим мультики на абазинском, нам плюс еще один мультик в нашу копилку. Так что дети очень довольны, все понравилось. Это уже 33-й мультфильм, переведенный на абазинский язык. А в скором времени появится еще. Уже начинается работа над переозвучкой остальных частей мультфильма про приключения Ивана-Царевича и Серого волка. А первую часть на абазинском уже можно посмотреть на сайте Алашары. Эрнестчука, Мурат Кимрюга, Архыз, 24.